Я скажу так, что советская власть, придя на территорию Казахстана, это можно сказать с полным основанием, что советская власть отбросила развитие казахского государства на более чем 100 лет. Если исходить из всех там публикаций, материалов, статей Алихана Бөкейхана, Ахмета Байтурсунұлы, всех других деятелей Алаш, еще Халила Досмухамедова, когда он еще учился в военно-медицинской академии Санкт-Петербурге, как он писал своему другу о том, что казахское государство должно было стать одним из самых развитых государств мира. То есть, согласно тем сохранившимся их наследию, документам, по планам, по замыслам деятелей Алаш, Казахстан за 20-25 лет должен был превратиться в одну из самых развитых стран мира. Поэтому, как мы знаем, что в 30-е годы все деятели Алаш во главе с Алиханом Бөкейханом были обвинены в шпионаже в пользу Японии. Потому что уже с момента окончания русско-японской войны 1904-1905 годов, когда казахская интеллигенция крайне заинтересовалась опытом Японии, который за 25 лет превратился из отсталого феодального государства в одно из самых развитых государств мира. Причем сохранив свои национальные особенности. Самобытную культуру. Причем именно деятели Алаш ставили перед собой именно такую цель, что именно на основе своей древней кочевой культуры создать культуру, скажем, европейского уровня, как об этом Алихан Бөкейхан писал еще в 1910 году в своем очерке «Киргизы, казахи». Об этом он тогда писал, что в казахских степях существует два политических течения. Одно, скажем так, религиозно-политическое, другое западническое. Что западническое движение видит будущее Казахстана на уровне западноевропейской культуры.